Рамадановский район – место, которое обязательно стоит посетить и гостям республики, и жителям других его муниципалитетов. В последние годы району сопутствует успех буквально во всех сферах – социальной, строительной и любой другой. И как и любое большое дело, этот успех начинается с малого. Первая рамадановская школа – гордость и кузница кадров для всего района. И те самые истории успеха начинаются именно здесь. За свою почти вековую историю учреждение выпустило в мир тысячи блестящих учеников, и многие, что еще важнее, вернулись на малую родину после студенческой скамьи. А 3 года назад на месте старого здания выросло новое, современное учебное заведение. Высокие стены будто созданы из того самого гранита науки. Масштабная школа способна одновременно вместить почти 700 учеников, однако пока до лимита далеко. Сегодня здесь учатся 570 подрастающих рамадановцев. Обедают в просторной столовой, занимаются в тематически оформленных классах. Например, этот не кадетский. Просто под стеклянными витринами педагог кропотливо собрал все, чем увлекается сам. Туристическую экипировку, элементы различных обмундирований, значки, флаги и многое другое. Наглядные пособия увлекли уже немало учеников. Гордость школы и ее актовый зал, просторный, светлый, удобный и для тех, кто на сцене, и для зрителей. Он может поспорить по оснащению с любым домом культуры. Именно поэтому здесь проходят не только школьные концерты, но и районные мероприятия. Однако, в первую очередь, все эти условия, разумеется, для учеников. Каждый год мы выпускаем медалистов. Надо сказать, что в этом году мы выпустили очень хороших детей. Было всего 16 выпускников, 5 из них получили медали. Остальные все, в общем-то, успешно закончили, уже поступили в высшее учебное заведение. Я должна сказать, что все дети, которые учатся в нашей школе, а их 557 учеников, очень любят свою школу. Летом коридоры школы пусты, редкие ученики помогают подготовиться к учебному году, моют классы, переставляют парты. Этой осенью учебное заведение пополнит 75 первоклашек, и следующее лето часть из них наверняка проведет в полезных трудах. Такова школьная традиция. На пришкольном участке и сейчас многолюдно. Парни таскают воду, девочки пропалывают грядки. Под руководством заслуженного педагога-русоведа Раисы Сотниковой молодежь приучается к труду. На грядках спеет морковь и подрастает свекла, зреет капуста, а в теплицах наливаются красным помидоры. На днях убрали лук, его урожай в этом году вышел особенно удачным. Все продукты с небольшого огорода идут в школьную столовую, поэтому ребята точно знают, как поработают, так и поедят. Скучными эти занятия не назвать. Викторины, да. Допустим, задаешь вопрос, они отвечают. Чаще, наверное, мы поем песни. Когда вот, допустим, однообразная работа, то как-то, если разнообразить, то какой-то элемент, если не творчество, то самодеятельность мы вносим. Школьные песни поем. Да, школьные песни, да. Затем современные песни. Ребятишки очень современные сейчас. Они знают много и о музыке, они знают много о певцах, и поэтому с удовольствием поют. И даже могут сказать, что назвать титул и певца, и, значит, насколько титулована эта песня. Любовь к музыке – это в крови у всех жителей района. А для многих она эксперимент и, как следствие, еще один маленький успех. Джаз на баяне раскрывается с новой стороны. Вместо духовых – народные, вместо клавишных – ксилофон, а барабанная дробь перемежается русской трещоткой. Перед тем, как начать, Кирилл Батраков взмахивает головой. Для остальных участников ансамбля это сигнал о старте. Летом ребята почти не собирались вместе, во всяком случае, чтобы сыграться и не потерять навык. Но даже при этом звучат слаженно и дополняют друг друга. Привыкли за долгие годы ученичества в Рамадановской школе искусств. Только сам Кирилл, да и его педагог, слышат, что пальцы у баяниста, что называется, одеревенели. Впрочем, юный музыкант верит в себя. Ему нужно всего пару часов, чтобы вернуть навык. Я экспериментирую, люблю играть современную музыку на баяне. Например, могу сыграть «Миссию невыполнимую», «Mortal Kombat», многое другое. В том, что ребятам так легко сыграться друг с другом, есть небольшой секрет. Почти все они на самом деле баянисты. В школе искусств есть только 3 музыкальных отделения – народное, фортепиано и гитара. А весь этот ансамбль – результат работы педагога-народника Германа Раудина. Когда ребята захотели сколотить свой бэнд, учитель помог, нашел нужные инструменты и сам обучил их игре – и на балалайке, и на ксилофоне с ударными. Герман как раз из тех энтузиастов, на которых держится не только Рамаданово, вся Мордовия и даже страна. Ведь долгие дополнительные занятия для него не в тягость, а наоборот, в удовольствие. А джаз – далеко не единственное хулиганство народного ансамбля. В планах современная компьютерная музыка. Какая? Держит в секрете до ближайших концертов. Я бы не сказал, что там, как на какие-то предметы.
там, загоняем, там, есть иногда из-под палки, заставляем заниматься, но иногда не хочется, конечно, это работа, труд. Вот. Ребята ходят сами. Это, конечно, желание, это 90% от успеха. Так же, как и по репертуару. Сначала, конечно, я выбираю репертуар, подбираю, потом я их собираю и советуюсь с ними. Если им нравится, все, берем это. Да. Вот последнюю пьесу мы играли в аранжировке Евгения Дербенко. Будем играть джаз. Вот это, такое, можно сказать, джазовое произведение, но интересно оно прозвучало я считаю, что интересно, на русских народных инструментах. Это балалайка, баян. Пока баянисты терзают меха на долгих репетициях, остальные воспитанники школы искусств создают свои шедевры. Не на нотном стане, но на холсте. Экспозициями с художественными творениями заставлены все коридоры школы, да и сами стены украшены росписью рамадановских учеников. За всеми посетителями пристально наблюдает Жерар Депардье, нарисованный ребятами. Недавно он участвовал в большой выставке, а теперь встречает гостей на всех отчетных концертах школы. Среди учеников рамадановской ДШИ немало лауреатов престижных конкурсов и получателей грантов. А это уже самый настоящий успех и достижение последних 5 лет. Много начали участвовать во всероссийских, в районных. Ребят мы, если в районе какие-то мероприятия, мы вывозим на концерты. То есть это большая семья, получается, такая большая. Все друг другу помогают, очень талантливые педагоги. О настоящем успехе никто не знает больше, чем семья Кошкиных. Наталья и Владимир очень хотели сына, однако прежде подарили миру 5 девочек, пока, наконец, пробы не увенчались звонким мальчишеским смехом. Зато теперь за малышом Владиславом есть кому присмотреть, сестер хватает. Особенно часто с ним возится средняя, Лиля, настоящая мамина помощница. Пока муж и старшая дочка зарабатывают на всю семью, Наталья с девочками заняты хлопотами по дому. О собственном угле многодетная семья мечтала не меньше, чем о сыне. Много лет пришлось скитаться по съемным квартирам и даже пожить в бараке. Но такие хоромы превзошли даже самые смелые ожидания. Частный дом в райцентре с собственным участком. 176 квадратов, на которых места, наконец, хватает всем. Приобрести новый дом помогла социальная выплата и постановление республиканского правительства. Переехали в 2014-м, а через пару лет появился на свет и Владик. Нас когда снимали в газете, мы когда пообещали как в газете, что когда у нас будет свой дом, у нас обязательно будет мальчик. Так получилось почему-то. Теперь девочки наперебой спорят, кто будет сидеть с малышом. Впрочем, споры в этом доме вообще затихают редко. Что бы ни собирались делать, пойти были в огород или что-то по дому, это ругачка, скандал, кто будет вперед, что-то стряпать, это они вперед, все в муке. Они прям перебивают друг друга, но хотят мне все помочь. Все помочь. Конечно, от этого будет очень много и муки, и всего на свете, и грязи, но я им все это разрешаю делать. Друг без друга мы не обходимся. В жизни на селе есть свои плюсы, практически у каждого в саду свои маленькие аграрные успехи. Конечно, яблоки на елках не выращивают, но традиционно собирают хороший урожай, на зиму хватает. А чем дальше в сельское хозяйство, тем больше и успех. Владислав Потапов, несмотря на юный возраст, знает о сельскохозяйственных комбайнах практически все. Каждое лето вместе с отцом Владислав отправляется в поля и помогает в уборке урожая. Мечта будущего – пойти по стопам отца и стать комбайнером уже в 3-м поколении. Глядя на сына, Александр и сам вспоминает детство, как катался с папой по полям. С тех пор многое поменялось, в кабинах появились компьютеры, техникой стало проще управлять, да и обслуживание упростилось. Но главный принцип – ответственный подход к работе – остался неизменным. Именно ему он и учит сына в первую очередь. Уже много лет с папкой работаем. Могу починить, что-то собрать, разобрать. Трактор собирали. Да, это все уже, это призвание. Так что как-то на другую профессию уже и не уйдешь. На поле в 60 гектаров работает 7 комбайнов. Перерывов в работе нет, ловят не просто каждый солнечный день, но даже час и минуту. Обедают здесь же в поле и только после смены спешат домой выспаться и снова на работу. Рабочий день в полях начинается в 8 утра и заканчивается тоже в 8, но уже вечера. Потом зерно становится мокрым, и обмолачивать его дальше значит просто губить технику. Впрочем, опытным комбайнерам хватает и этого времени. За один день один такой агрегат может собрать до 100 тонн ячменя.
Этот сезон аграрии простым назвать не могут. Весенние морозы побили многие посадки в Рамадановском районе, в частности сахарную свеклу и кукурузу. Стоило снова засеять поля, пришли затяжные дожди. Агрономам пришлось задействовать весь свой опыт, чтобы спасти большую часть урожая. Несмотря на дождливое лето, аграрии в Рамадановском районе собираются побить прошлогодние рекорды и собрать большой урожай. И если сентябрь будет таким же теплым, как август, эта задача будет выполнена. Все необходимое для большого сельскохозяйственного успеха у района есть. За последние 5 лет, отмечают аграрии, отрасль претерпела значительную модернизацию. Конечно, изменилось. Во-первых, производство увеличилось в хозяйстве. Если взять наше хозяйство, мы производство за 5 лет увеличили, производство сахарной свеклы увеличилось примерно на 1,5 раза. Производство молока увеличилось. Производство кормов увеличилось у нас. И зерновые увеличились производство. На сегодняшний год у нас производство увеличилось примерно 1,5 раза. В будущем мы будем увеличивать, конечно, еще больше. Урожайность сахарной свеклы будем стараться увеличить. Если прошлый год мы взяли здесь в Петене урожайность 440 центнеров, это в зачетном весе, в будущем мы будем планировать это увеличить примерно до 500 центнеров с гектара, зачетный вес. Развитие жизни населения невозможно без создания соответствующей инфраструктуры. Каждому, кто приезжает в Рамаданово, заметен уровень социальной ответственности местной власти. Практически все подступы, неважно к магазину или административному зданию, оборудованы пандусами или кнопками вызова. Все для того, чтобы инвалиды могли оставаться полноценными членами общества. В районе работают 15 школ и 5 детских садов, один из которых капитально отремонтировали и расширили. Малышей в муниципалитете прибавляется. В последние несколько лет по разным программам ввели в эксплуатацию свыше 17 тысяч квадратных метров жилья. Каждый год от 20 до 50 семей получают помощь на жилую стройку по программе устойчивого развития села. Свыше 100 ветеранов и вдов обживают квартиры в новых домах. Не остаются без квадратных метров и сироты с переселенцами из ветхого и аварийного жилья. Еще одно положительное изменение – добираться домой все не могут по новым или обновленным дорогам. Жизнь продолжается, строим дороги, строим, реконструируем и капитально ремонтируем. Только за счет нашего дорожного фонда, муниципального, где-то в год мы от 5 до 7 миллионов вкладываем в ремонт, капитальный ремонт и новое строительство. Ну, в прошлом году вот мы 1,5 километра новых сделали, плюс еще около 2 километров отремонтировали, в том числе и ямочно. Ну и примерно, начиная вот с 2014 года, планомерно мы за счет нашего, только муниципального, 1-2 дороги делаем. Большие успехи района зависят от маленьких побед его жителей, будь то долгожданный мальчик или дополнительный центнер с гектара, стихотворение, разученное на пришкольном огороде, или освоенное соло на баяне. Из таких небольших, на первый взгляд, достижений и складываются дни жителей Рамадановского района. За каждым маленьким успехом, за самой возможностью заниматься любимым делом стоит грамотно организованная работа и плодотворное взаимодействие различных ступеней власти. И последние 5 лет в республике яркий тому пример. Если не будет взаимного понимания и взаимной поддержки местных органов власти, республиканских органов власти, то, конечно, результата хорошего не будет. И многое здесь зависит от лидеров, от руководителей, от того, профессионалами они являются, какое видение у них, что стоит за этим пониманием социального блока, социальной сферы, где будут воспитываться, на каких традициях будет воспитываться, здорова будет нация, здоровое будет поколение и какие результаты будут. Конечно, основа – это экономика, но от экономики, конечно, идет в дальнейшем развитие и становление человека. Останавливаться на достигнутом жители Рамадановского района не собираются. Они умеют не только отдыхать, но и работать. И точно знают, что если в ближайшие годы республика продолжит двигаться в верном направлении, то и Рамаданово, и всю Мордовию ждет большой успех. Данил Паршуков, Владимир Натькин. Специально для проекта «Вся Мордовия».